Альберт Васильевич у нас выступает. Пожалуйста. Уважаемый Арсений Сергеевич, уважаемые члены Совета и приглашенные гости. Представляю вашему вниманию концепцию Всемирного центра Мамонта. Хочу сказать, что вообще вот речь о том, чтобы в Якутии создать центр Мамонта всемирного значения, уже очень давно была предложена. Спасибо за внимание, я закончил. Спасибо, Альберт Васильевич. Коллеги, вопросы? Так, вопросов нет. Альберт Васильевич, спасибо, присаживайтесь. Коллеги, какие мнения, предложения по представленной концепции? Уважаемый Сергеевич, мы действительно тоже рассматривали эту концепцию. Однозначно есть несколько модных. Это первое, это части санитарных зон, да, и, конечно, надо подбирать участок. Коллеги предлагают Табагинский мыс, обсуждаемо. Здесь я предлагаю разделить его на этапы, да, потому что он состоит из криохранилища, музея, научной какой-то базы, да, и, конечно, предлагаю распределить ее по годам, соответственно, начать, допустим, с того же истории с криохранилищем, потому что это, по всей видимости, самая важная сейчас часть хранится вообще в корпусе факультета естественных наук, да, никаких санитарных норм сейчас не соблюдается, поэтому и, конечно, надо постараться попасть. Вот у нас в Межгорском кампусе есть участие ФАИВа, это Министерство образования и науки. Здесь, конечно, надо постараться договориться с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики, да, и, возможно, поиска инвестора, да, под эту историю, части туристической части. Вот, и предлагаю дать нам поручение на проработку. Будем сейчас, понятно, с проектным офисом отрабатывать и уже поэтапно вносить. То есть обязательно нужно найти источники финансирования. Спасибо. Так, еще какие предложения? Коллеги, в целом работа по данной концепции, она шла у нас достаточно давно. Так, и хотел бы поблагодарить и Бориса Никитича, и Альберта Васильевича за такую, знаете, работу в крайне сложных условиях в последние годы. Но при всем при этом вот эта концепция, она целостная, она, если в сторону отставить вот эти, где мы именно будем строить данные объекты, да, то в целом я согласен с подходами, где есть и наука, есть и туризм, вот, есть и вопросы хранения уникальных останков, так, ну и, конечно же, в целом работа по, скажем так, введению вот этой целой отрасли, на самом деле, да, в легальное русло. У нас, к сожалению, сегодня об этом тоже здесь надо говорить, из-за несовершенства федерального законодательства, вот та же добыча мамонтовой кости, ее продажа и так далее, они практически все находятся в серой зоне. В итоге мы сейчас видим это и по северным районам, и по состоянию косторезного нашего искусства, так, где у нас реально в регионе, где добывается абсолютное большинство мамонта и фауны, так мы не имеем возможности для наших народных мастеров в достаточном количестве обеспечивать их объемами сырья. Вот. Но еще раз говорю, этим всем надо заниматься. Антон Скорович, я бы что попросил, да, мы давайте сейчас в целом концепцию как бы примем за основу, без привязки к месту, потому что по Табагинскому мысу тоже идея, в принципе, возможная, так, но видите, там и выкуп земельных участков, там и, вот правильно говорите, по санитарной зоне надо посмотреть, по транспортной доступности надо посмотреть, так, как она у нас будет реализована с учетом строительства моста, так, там же тоже есть вопросы. Вот. И я прошу вас этот проект упаковать, в хорошем таком понимании этого слова. И, конечно же, здесь, Антон Скалович, особое внимание еще прошу обратить все-таки на туристическую составляющую. Вот Альберт Васильевич в своем выступлении сказал про то, что это окно в якутскую Арктику,
и так далее должен быть объект, так и определенные архитектурные решения должны об этом говорить. Но и если мы об этом говорим, то, конечно, это должен быть туристический объект, с одной стороны. С другой стороны, это научный объект. То есть это, наверное, как-то там в любом случае надо будет делить с учетом, в том числе и санитарных зон, да? Но подход, безусловно, должен быть такой, что это и научный должен быть объект, и очень серьезный туристический объект. Такая, знаете, визитная карточка, но если не республики в целом, то Якутска точно. И никак иначе. Поэтому и местоположение, и архитектурные решения, зонирование и так далее, все должно исходить из этого. Анатолий Иванович, ваша команда, в принципе, опыт неплохой по упаковке разных проектов. Да, я прошу все-таки и корпорацию здесь привлечь, и посмотрите вместе с нашей Академией наук, вместе с Борисом Никитичем, Альбертом Васильевичем этот проект подготовить. Ну и дальше уже доработанную концепцию тогда утвердим, ну и начнем ее постепенно, несмотря на все сложности, ее реализовывать поэтапно. Нет возражений? Так, у Евгении Саевны какое-то... Да, у меня предложение. Пожалуйста, Евгения. Спасибо. Понятно, что мы, как правильно было сказано, экспертизу СУФУ проводили, но это уже 2 года прошло после этого. Полностью поддерживаем. Но у меня такое предложение. Российский научный фонд, вы знаете, что там руководство поменялось, практически сегодня требуется очень хорошее новое предложение. И та региональная составляющая, что практически все время говорили, давайте там малыми группами ученых и так далее, и доля там 50/50, например, со стороны региона финансирования. Возможно ли, уважаемый Василий Сергеевич, за вашей подписью при поддержке нашего правительства начать работу в части того, чтобы Российский научный фонд, учитывая утрата биологического разнообразия, это на всей планете, например. Конечно, я не предлагаю, мы с Альбертом Васильевичем по этому поводу разговаривали. Конечно, Якутск, наверное, не может повторить сегодня опыт Colossal Bioscience, то, что у вас там прекрасно написано, да, и искать тот белок, который противостоит раку и так далее. Возможно, это тоже очень такая сложная проблема. Но то, что касается насчет деревьев, насчет мегафауны и так далее, мы с вами это все прекрасно же рассматривали, изучали, и предложений, конечно, очень много. То есть можно было бы начать новые исследования, которые касаются деградации криолитозоны, например, утраты биоразнообразия, то, что здесь в концепции хорошо написано, арктические экосистемы, которые тоже деградируют. Эту-то часть почему-то Российский научный фонд не рассматривает. Хорошо-то философское мировоззрение дали 30 миллионов рублей, например, и потом, что это все лежит. Леонид Николаевич говорил по поводу первого этапа КНИ. Очень хорошие есть данные. Одним из исследований где-то около 5 направлений руководил, например, сам Анатолий Николаевич, то, что касается арктической зоны. То есть это все можно бы продолжить. Я думаю, что новый руководитель Российского научного фонда, он физик, и все, что касается физико-технических проблем. И то, что даже Михаил Николаевич сейчас нам правильно говорил по поводу оборудования и конкретики всех этих исследований. В кампусе все мы в курсе знаем, что практически там должно быть построено, какие, факультетские направления. Поэтому у меня сложное предложение, очень сложное предложение, чтобы мы, как регион, раз есть распоряжение правительства, огромное спасибо вам, Василий Сергеевич, за это, и строительство кампуса, и Всемирного центра, все факторы там написаны прекрасно, например. Я говорю, с учетом всего этого можно было бы начать такую работу. Но в этом году не получится, 25-й-то точно. Хорошо, все, в протоколе это было записано. Евгений Александрович, давайте включим, я, в принципе, только за. Кстати, сегодня, коллеги, несколько человек про физику сказала, да? Я как физик, да, тоже что хочу сказать. Я, когда выступал на августовском совещании учителей, обратился к ученым, так, коллеги, у нас катастрофа, на самом деле, я по-другому не называю, у нас за последние годы на 30 с лишним процентов упало количество детей. Сколько, если быть точным цифрой? Да, Алексей Сергеевич, на треть. На 33% упало количество детей, которые сдают физику ЕГЭ.
И, коллеги, это не просто физики, это инженера, так, это вообще в целом наука, так, естественно-научная. И кто вас здесь сидящих через пару десятков лет будет заменять? У нас физических людей может не быть, да? Это, конечно же, и издержки ЕГЭ в целом, так, эта система. Но я здесь считаю, что мы недостаточно популяризируем естественную науку. Поэтому я очень вас прошу, вот в коллаборации с Министерством образования республики, все-таки, чтобы у нас ведущие ученые республики, вы хотя бы раз в месяц, но в школах, ну, по крайней мере, города Якутска, а еще лучше бы, если бы и в районах, в каких-то школах, читали лекции. Просто про науку, про свою работу, про свои достижения, про то, как это все интересно. Вот. И детей же надо зажигать. Вот. И, может быть, даже не 11 классом, так к этому времени обычно все уже решено, да, а вот все-таки чуть поменьше. 7, 8, 9 классу, да. Коллеги, это вот, если мы сами не будем включаться, за нас учителя в школах и родители ничего не сделают. Им, к сожалению, вот сегодняшняя система сдать ЕГЭ, она не мотивирует, к сожалению, сдачу ЕГЭ вот профильно, а потом уже вот все оттуда вытекает. Поэтому я вот как раз про физику сегодня несколько раз сказала, так я вот навеяло мне, что физикой надо заниматься, и вот я вас прошу. Но потом еще на эту тему с вами, когда буду отдельно встречаться, я буду все-таки вас всех спрашивать, в том числе членов совета в первую очередь, сколько лекций прочитали для наших школьников. Договорились? Спасибо. Так, Анатолий Николаевич, у вас что? Сергей Сергеевич, конечно, вот про физику и так далее мы уже с Евгением Афанасьевым разговаривали, будем где-то ближе к декабрю уже совещание учителей делать. И вот, конечно, вот концепцию создания всемирного центра Мамонта поддерживаю, потому что это надо видеть не как музейный комплекс, а в первую очередь как научную подоплеку. И вот во время вот совещания вот мысль такая пришла, да, что если, например, есть какие-то моменты, то, что на Тапагинском мысу невозможно будет построить, есть... Я не говорю, что невозможно построить, может и вполне возможно. Так, просто мысли вот, пришла, что у нас в сторону Тулагена, да, вот как раз есть рядом стационар Спасская по института биологии, там чуть дальше стационар института мерзлотоведения, а там была заброшенная воинская часть. Да, можно было на горе вот это вот создать, вот это вот, да, а с нижней стороны там рядом Егушхатын, можно было вот это вот турчистку, вот такой вот такой комплекс. Можно... Хорошо, ну вот у меня просьба, вы разные варианты все посмотрели, да, и где лучше, вот там и примем решение. И логистика была бы как-то тоже. Ну, все, хорошо, это тоже вариант. Табагинский тоже вариант, так, потому что мост будет построен, так, или, ну, въезд оттуда будет, и сразу Мамонт там будет встречать людей, так, тоже интересно, красиво будет выглядеть. Хорошо, а на Лесских столбах еще лучше, да? Тоже есть сюда говорят. Коллеги, посмотрите, Михаил Николаевич, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я бы хотел два момента еще. Коли мы говорим о программе КНИ-3, то, наверное, все-таки нам нужно акцентировать и правила немножко переиграть для того, чтобы вот эти проекты были совместные с университетом наука. Об этом много разговаривали, к сожалению. Такого воплощения плотного нет, вот академическая наука. И вот если бы мы в КНИ эти вещи ввели, то, наверное, мы бы подняли и определенную базу в университетах и привлекли ребят с защитами, вот именно с защитами диссертаций, потому что у нас с этим, как мы понимаем, проблема большая. Если это будут неформальные проекты, то есть там будет какое-то финансирование, на которое можно, то это просто реально сделать. Ну и второй момент. Вот совершенно верно было сказано, я, конечно, промолчал про это сначала, но сейчас хочу сказать, что оценка все-таки криогенного ресурса нашей территории – это задача первостепенной важности. Вот такие наработки есть, их никто не делал в мире, но наработки такие есть. И, наверное, вот оценка криогенного ресурса, потому что мы часто говорим, где строить, как строить. И нам надо вот в строительстве тихонько разобраться. Ну, конечно, здорово, что у нас есть технологии, позволяющие охладить, сделать, но у нас есть и территории.
на которых можно нормально строить и не боясь, что завтра у нас пройдут потепление, похолодание. Это территории с отсутствием ледового комплекса. Вот эти карты, ну, попытки такие есть, их нужно доделать. Вот это развитие республики. Спасибо. Спасибо, Михаил Николаевич. Ну вот как раз это то, о чем я и говорил, про научное сопровождение программы развития республики. Коллеги, тогда у нас повестка дня исчерпана. Всех благодарю за работу. Прошу по КНИ-3 всем очень плотно включиться. Так, ну и до конца года еще один раз встретимся. Спасибо.